Здравствуйте, ребята! Сегодня проведем онлайн-урок по физической культуре. Тема урока – Тоускумалак. Тоускумалак – одна из национальных игр казахского народа. В Тоускумалак играли на больших праздниках. В нынешнее время программа «Рухани Жаңғыру» была разработана на основе положительной статьи главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», основной целью которой является новый исторический период, сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, что и возродило казахскую национальную игру Тоускумалак. Эта игра развивает навыки, такие как стратегия, мышление, умственный счет. Перед вами цели и задачи. Для того, чтобы продолжить, мы сначала проведем разминку. А сейчас мы с вами сделаем небольшую гимнастику для глаз. Тоускумалак. Тоускумалак означает 9 камешков. Число 9 считалось у древних монголов и тюрков священным. Логическая настольная игра, развивавшая математическое мышление и выдержку. Ее даже называли алгеброй чобанов, поскольку для игры необходимо знание всех основных математических действий. Раньше игра была настолько популярной, что игроки могли обходиться без доски. Для этого участники выкапывали необходимые лунки прямо на земле и проводили партии. Для игры используют четырехугольную доску, имеющую 18 продолговатых лунок – отау. В промежутке между рядами вырезаны еще две большие лунки круглой или продолговатой формы – казан. Каждый из двух игроков имеет по 81 камешку, а в лунки кладут по 9. Игроки делают ходы поочередно. Делая ход, игрок берет все камешки из любой непустой лунки на своей половине и раскладывает их в лунки по одному против часовой стрелки. Последний камешек возвращается в лунку. Если последняя лунка окажется лункой соперника и количество камешек в ней стало четным, то камешки из этой лунки переходят в казан игроку, совершившему ход. После этого ход переходит к его сопернику. Перед вами стандартная доска Тоускумалак. После этого ход переходит к его сопернику. Если после хода в какой-то лунке оказывается 3 камешка, то эта лунка объявляется туздык – святое место. В последующем каждый камешек, попавший в туздык, переходит в казан игрока, на чьей стороне расположен этот туздык. Но игрок не может завести себе туздык на 9-й лунке, а также если напротив находится туздык соперника. У каждого игрока может быть только один туздык одновременно. Побеждает игрок, набравший в своем казане больше камушков.
эти игровые ситуации вы самостоятельно сможете научиться играть в Малак. Игра тоже очень хорошая, полезная, А чем она заставляет. Она интеллектуально развивает человека, и она детальная Нет, на такая, меня надо смотри, считать. заново. Да, детально ее надо считать обязательно, внимательность развивает и память, и это тоже стратегическая игра, как и шахматы. Ребята, скачайте с Play Market игру Тоуск Малак в свои гаджеты. Вам задание. Снять на камеру, как вы преуспели в игре Тоуск Малак, и отправить учителю для проверки. На этом урок закончен. Спасибо. До свидания.